Добрый день, уважаемые зрители нашего подкаста. Это уже юбилейный 15-й эпизод, и сегодня у нас в гостях ученица русского языка и литературы Ангелина Михайлова. Да, здравствуйте. Ангелина, здравствуй. Спасибо, что пришла на наш подкаст. И давай сразу первый вопрос в лоб. Расскажи, пожалуйста, какой контекст мы и зрители, потому что большинство наших зрителей не знают о тебе как об учителе, что они должны о тебе знать, когда будут слушать это интервью? Какой интересный вопрос. Что вы мне должны знать? Что я учитель русского языка как родного и как иностранного. Я работаю в 2 школах. И, наверное, люблю больше литературу, чем объяснять правила по русскому языку. Расскажи, пожалуйста, ты, получается, во второй школе, это какая школа? Куристику. И там ты преподаешь русский язык как иностранный. Да. Разве учитель русского языка сейчас в Эстонии это не увядающая профессия? Если читать новости, то будто бы да. Мы же ничего не сделаем с школами, бывшими русскими школами. Русский язык остается, но уменьшаются часы. Если сравнивать с эстонской школой, то там, например, в гимназии 2 пары каждую неделю. То есть там как язык по выбору иностранный, он также остается востребованным, потому что многие родители считают, что в Эстонии больше пригодится русский, нежели испанский или немецкий. То есть мы говорим сейчас как второй иностранный язык, Б в РКЛ? Или он записывается? Получается, эстонский, английский и русский тогда. У меня коллега, учитель английского Костя Петров, он, наоборот, работает за городом в Таллине, в эстонской школе, и он говорит, что он видит тенденцию, что с каждым годом все меньше и меньше набирается желающих в группу, там от 30 до 8 человек, буквально за 5 лет, такая бывающая тенденция. В Ластомяе, в эстоноязычной школе, такой тенденции нет? Нет, потому что у нас в 6 классе у меня 2 группы. В нашей школе сделано так, что одна группа АЛК, которая только начинает учить, и вторая группа, которая русскоговорящие. Для них углубленная версия русского языка. То есть это русскоязычные, которые пошли в эстоноязычную школу, и ты скорее учишь им эстонский как родной? Или тоже как иностранный? Какая методика преподавания у тебя в эстонском? Нет, русский язык в эстоноязычной школе в классе, где в группе, где русскоязычные. Там, на самом деле, проблема в том, что там нет учебников для них, и у нас больше такая смешанный урок, то есть это и русский, и литература, и культура. То есть мы с ними сначала проходим по базе, род, падежи и так далее, потому что многие разговаривают на базовом уровне просто как интуиция, но научить их этому надо. То есть это база? Да, базу, конечно, мы проходим, а потом уже идем разбирать предложения, как и здесь с ребятами, и все так далее. А если говорить о русских школах, бывших русских школах, извините, то, конечно, тут тоже нужен родной язык. Родной язык всегда нужен, потому что это база, благодаря знанию родного языка ты учишь все иностранные языки. Потому что если мы учим эстонский на русской базе, то объяснение будет, что это именительный, это сказуемое, это так далее. Без этого знания ты не выучишь ничего. У тебя не будет, вылетело слово, у тебя не будет аналогии. Тебе нужно опираться на что-то. То есть это как, я не знаю, прийти русскоязычным и учить русский язык на эстонском, где все термины для тебя чужие, и ты просто не понимаешь логики, как ты выразилась. Да. Расскажи, какой у тебя опыт преподавания учителем? В годах? Да. Или в месяцах? Это 5-й год. 5-й год. Я поступила в магистратуру и пошла сразу работать в школу. Прям с 1-го курса? Да. Я пошел работать учителем со 2-го курса. Расскажи, как ты себе эту уверенность сформировала, прям с 1-го курса сразу же пойти практиковать? Я вообще из Кохлоярви. Я переехала сюда и сразу поступила учиться и начала работать в Макдональдсе. Дорогие дети, не думайте, что это легкая работа. Тебе, кстати, Илья привет передает. Илюша, мой подопечный. Слушай, я думал, что я подниму вопрос Макдональдса, но ты... Тоже работал в Макдональдсе? Нет. Я думал обсудить вообще работу и учебу, и вообще разности профессий.
Потому что, мне кажется, ученикам, вот у нас же вот это вот карьере неустамина постоянно, про то, какие разные работы бывают, и мне кажется, то, что большинство даже не предполагают, насколько сложные работы бывают. Я, кстати, могу об этом рассказать. С удовольствием. Вообще могу лекции провести про это. Вот я начала работать, и в Макдональдсе я работала почти 5 лет. И, получается, последний год я уже поступила в магистратуру, я работала в Макдональдсе, работала в школе и училась в магистратуре. Это плохая идея, не надо так делать. Жесть. То есть у тебя было сразу 2 рабочих места? Да. Я работала в Макдональдсе, у меня были смены до 12 ночи, и я жила в Лосноме, работала в Лосноме, а работа в школе была в Исме. Подожди, а вот ты смотрела Breaking Bad? Ну, я знаю о чем. Там в первых эпизодах, там, где Уолтер Уайт моет машины, к нему подъезжают его студентики, двоечники. У тебя были такие ситуации? Не было, потому что школы в разных районах. Школа и МАК, они в разных районах были. Мгм. Это меня спасало. Так, да, я бы не очень хотела видеть своих учеников. Но этим летом я подрабатывала в Лидле. Я не могу отдыхать. И там, когда я видела своих учеников, я такая, куда-то надо в другую сторону повернуться. Но в итоге они все равно меня видели и такие радостные. Здравствуйте, здравствуйте. А вот какие, ты думаешь, ощущения они испытывали и что испытывала ты? Один мальчик меня увидел. Я такая, здравствуй. Он говорит, здравствуйте. Я говорю, ты не удивился? Он говорит, нет, вы же тоже человек, и вы работаете, это абсолютно нормально. Это какой класс? Это, на тот момент был 7-м. Это было очень удивительно услышать, потому что мальчик очень проблемный. Он выражается, его обычная речь состоит из матов. Ага, В любом случае, независимо от того, с кем он разговаривает. жестко. Да. Дети. А про работу, как я решилась вообще пойти в школу, потому что у меня изначально была цель. Я не пошла в школу, не пошла на русскую филологию просто потому, что это на русском. Я пошла именно потому, что я хотела. В 5 классе в школе, когда началась литература, я решила, что мне очень нравится этот предмет, я хочу быть учителем литературы. То есть в каком классе? В 5? В 5. Да, я влюбилась в литературу в 5 классе. И вот пошла, была моя цель, и когда я поступила в магистратуру, нам нужно было найти место практики. Я решила, что я хочу сразу работать, ну и все советовали. И я нашла работу, когда проходила собеседование на магистратуру, преподаватели спросили, нашла ли я место, я сказала, нашла. Они сказали, увидимся в сентябре, давай. Все. И в скольких школах ты уже успела поработать учителем? Это 3. Это 3. Чем школы различаются? Наверное, контингентом. Педсоставом или учениками? Учениками. Потому что первая школа в Исмяе, в которой я работала, там дети, плюс-минус как здесь, но здесь более активные, будто бы, по моему мнению. Эстонская школа отличается тем, что дети в целом более пассивные, да и все, в целом дети везде одинаковые, но тут дети более заинтересованы тобой. Я когда только пришла, меня спросили, где живу, с кем живу, сколько мне лет, есть ли отношения, любимый цвет, какая машина и так далее. Ну и до сих пор каждые пару месяцев спрашивают, сколько мне лет. Стесняются спрашивать или Нет. как-то? Нет, это просто в лоб. Меня девочка, я пришла в эту школу в апреле, потому что ушел учитель русского языка, и Алиночка, моя однокурсница, она написала нам в группу наших однокурсников, что кто хочет, я решила, что хочу. И пришла, и одна девочка спросила, а вы с кем живете? Я спросила, а ты претендуешь или что? Они вообще не стесняются, у них нет стеснения. Я часто сравниваю себя и их. Мне не было вообще никогда мысли подойти спросить учителя, а у вас муж есть? Но разница в том, что у нас не было молодых учителей. У нас все учителя были там 40+. И там вроде бы как-то заведомо ты предполагаешь это. Да, понятно, и есть кольцо, и это взрослые люди, и ты всегда понимаешь, каких-то личных разговоров с учителями особо не было. Вот как ты думаешь, вот эта вот детская напористость и прямолинейность, это вот больше их сила и плюс, или все-таки отсутствие какой-то дисциплинированности?
Я думаю, что это их плюс. С возрастом они потеряют многие это. Потому что я, на самом деле, сравниваю с собой. Вот у меня есть младшая сестра, ей 20, и мне 28. И у нас уже разное видение на одни и те же вещи, потому что она все еще на энтузиазме, а я уже такая более спокойная, приземленная, потому что уже ты думаешь о более таких статичных, стабильных вещах. А у детей это сила, но все равно школа зачем нужна? Мы их направляем. Мы не делаем из них коробочку вот так вот всех одинаковых, как есть эти мемы, которые уже 533 года, делаем коробку. Нет, мы просто направляем их немножко. Индивидуальность никто их не меняет. Кажется, те дети, которые прям прямолинейные и спросят, такие, а вы сегодня чем завтракали? Они такими останутся. Просто немножко скорректировали. Жизнь их скорректирует. И жизнь тоже. Но лучше начнем немножко мы в школе, по-хорошему, чем их потом как-то жестко жизнь скорректирует. Хорошо, идем дальше. Вот расскажи, пожалуйста, наверное, будет интересно послушать про работу в Макдональдсе. Вот это ж очень стрессовая работа. Вот мне попадались тиктоки, где людям вот эти вот пики, то, что приготовили с картошкой, они потом снятся после смены, и всякие ужасы. Вот расскажи, пожалуйста, это прям люди ловят с этого ПТСР. ПТСР — это посттравматическое стрессовое расстройство. Я начну со сна. Мы когда только начали работать, вот, то есть 19 лет, окончили школу, мы вместе с подружкой переехали, поэтому было не так сложно. Мы друг друга поддерживали, мы переехали, и переехали еще до выпускного. То есть у нас была смена до 12 ночи, на следующий день в 8 утра мы сели на автобус и приехали на свой выпускной. Все девочки красивые с ноготочками, а в Макдональдсе нельзя. Мы такие... И у нас была акция, я до сих пор помню, у нас была акция 3 бургеров: Техас, Нью-Йорк и Цезарь. Я говорю, это ПТСР. И Техас был острый. И я сплю, и мне снится, что я отдаю острый вместо неострого. И я просыпаюсь и такая, нет. Смотрю на подругу, она спит, и думаю, ой. Это прям, настолько было выработано. Что изначально было сложно? То, что в школе ты сидишь 8 часов, сколько ты там походишь на перемене 10 минут, как походим? Мы все знаем, как наши дети ходят. Прекрасно. Так же мы ходили. Поверьте, мы не ходили, мы сидели на диванах. И ты должен стоять 8 часов. Я уходила в общий туалет, снимала обувь и массировала себе ноги, потому что очень болели. Мы приходили домой и просто душем вот так сидели, полоскали ноги. Это было сложно. Потом, если вы более интровертны, это сложно и в коллектив влиться, и с людьми общаться. Моя подружка была более интровертная, я экстраверт. И она пошла работать на кухню, а я на кассу. У меня, наверное, не было таких жестких случаев с людьми, кроме одного, когда приезжала полиция, нам сломали бойлер. Пришел какой-то мужчина, он там что-то заказал, ему дали, он подходит к кассе, делает вот так вот, выкидывает свой бургер и куда-то уходит. А все, кто были в основном в Макдональдсе, вот туалеты и там какое-то помещение. Угу. И мы слышим какие-то стухи. А я стою, делаю напитки, такая, что происходит? И моя подружка, она как менеджер, пошла смотреть. И мы смотрим, потекла вода. Мужчина зашел туда и начал бить бойлер. Трэш. Да. Но вышел менеджер-мужчина, сказал: мужчина, что вы делаете? Мужчина хватает его и вот туда головой. Жесть. Я стою на это все смотрю, беру мужчину за шкирку, оттаскиваю менеджера за себя, и мы заходим, закрываем дверь. Но мужчина был вообще какой-то неадекватный, потому что у нас не было двери, он мог просто зайти на кухню и также что-то сделать. Но он просто стоял вот такой вот. Ну и приехала полиция, они его отругали и выгнали, не забрали. Даже так? Да. Политика не наказание, как бы сказали бы наши соцпедагоги. Да, но потом, поговорив с полицейскими, мы сделали вывод, что они просто не хотели его отвозить и оформлять. Вот так вот бюрократия мешает правосудию. Да, но если мы говорим про работу, я часто слышу от школьников, да я просто пойду работать в Макдональдс, и это непросто. Максимально непросто, потому что из 8 часов у тебя есть только полчаса обеда. По закону каждый час или каждые 2 часа у тебя есть 15 минут отдыха.
Но опять же, когда у тебя идет вот такой вот раш, ты не можешь взять эти 15 минут. Возможно, нынешнее поколение может взять, сказать, что это мои границы, это все правильно. Ваши границы, но когда ты работаешь в коллективе, все немножко по-другому. Потому что ты не хочешь подставлять. Ты не хочешь подставлять, ты не можешь поставить, потому что... А вот представьте, вы работаете, а несколько человек ушли на перерыв вот эти на 15 минут, и ты стоишь. И, конечно же, есть вот это, когда люди приходят и такие, у вас вообще-то регламент 5 минут. Типа за 5 минут заказ. Да, есть такое, но средний чек увеличился очень сильно. Даже в ковид люди все равно покупали, все равно заказывали, вот с такими сумками выходили. Слышишь, думаешь, что происходит? Почему вы все тут? А так, да, работа сложная, но веселая. Ну, как и в школе, весело. Да, но в школе, уходя со школы, ты остаешься учителем. Ты остаешься учителем, и если у тебя нет класса. Есть. Ты классный руководитель. Да. Вот, тогда ты точно знаешь. Ты классный руководитель 24/7. Что бы ни случилось, ты должен ответить. И некоторые родители, знаешь, пишут и в 10, и в 9. Ну, знаешь, меня пока пронесло, у меня все хорошо с этим. Пока Какой у тебя класс? 8 Е. А Е это просто буква? Просто. В курсе такой Е это просто Еревай, маленький. Да, Еревай, да. Не, у нас это же вайки класс через В. Ну да. У меня есть такие родители, но у меня классное руководство не здесь, а там. Есть, и первые 2 года я отвечала на все письма, я очень переживала, и только вот сейчас на 5-й год я вижу письмо в 9 вечера, такая, нет. Слушай, жиза, абсолютно. Я заходил в ЭКОЛь свой учительский, видел, что у меня горит один оранжевый огонечек сообщений, у меня сердце в пятке, и я каждый раз я тревожный, я со страхом открывал, значит, это сообщение, и я вижу этот оранжевый огонек, и я думаю, господи, меня сейчас уволят, сейчас такую жалобу там накатают. А сейчас я вижу просто, там у меня, знаешь, уже почта дублируется ЭКОЛем, типа, вы не ответили на сообщение. Такой, пускай, типа, ничего страшного. Потому что есть некоторые письма, на которые ты не можешь ответить. У меня последнее письмо было, что, допустим, плохие результаты по математике. Почему вы меня спрашиваете? Напишите учителю математики. Я не могу ответить, я не веду математику, я не сижу с ними на уроках. И я такая, понятно, прикольно. Удачи. Ну вот, вернемся к теме. Ты говорил про то, что 8 часов на ногах. Вот я работал охранником в Риме. 14 часов у меня было смена с 8 до 10 вечера. Это жестко, ребята, это реально жестко. Не советую. Вроде бы ты работаешь там 2 дня отдыхаешь, но это слишком большая нагрузка. И опять же, ноги болят. Но когда ты ходишь 14 часов, это не то же самое, что ты стоишь смирно, допустим, на месте. И вот когда я работал на частных мероприятиях, там какой-то корпоратив в Юлиместо, там, не знаю, где-нибудь, то ты должен стоять на месте, и это прям реально ноги умирают от этого всего. Да, ходить гораздо проще, чем стоять. И опять же, зависит, какая у тебя обувь. Охранникам, наверное, обувь нужна была любая. Ну, там, в принципе, нам выдавали нормальную. Потому что в Макдональдсе и в Лидле выдавали обувь. Там должна быть такая твердая обувь, чтобы ничего тебе не упало на типа ногу. С усиленным носком. Усиленным носком и плюс очень твердая подошва. И ты вот как стоишь, будто на доске 8 часов. И у меня получилось так, что смена с 8 часов перетекла в 12 немножко. И ты уже думаешь, все, я сейчас сниму эти ботинки. В Макдональдсе мы уже в один момент плюнули на все, и я просто носила скетчерсы. Потому что... Но это невозможно постоянно. И вся обувь убивается, потому что масло, там все вот это. И плюс очень опасно. И сразу я скажу. Нет, в Макдональдсе нельзя кушать, когда захочешь. И что захочешь. И скидок суперских тоже нет? Нет. Раньше была скидка 50% у менеджеров. Если ты хорошо ладил, можно было понемножку. Теперь нет. Теперь ничего нет. То есть хуже? Стало хуже. Мы обязательно поговорим об этом с Михаилом Лопаткиным. Мы видели ваши комментарии, вы хотели его увидеть, и мы с ним запишем, и в начале апреля выйдет выпуск с ним. Поэтому мы обязательно поговорим про капиталистические ухудшения рабочих условий в общепите.
Кстати, да. Хорошо. Вот, допустим, нас сейчас смотрит восьмиклассник, девятиклассник, который не знает, какую карьеру он построит, вроде бы он не хочет учиться, возможно, он пойдет в политех на профессию, за которую заставит мама пойти, и в итоге, скорее всего, он пойдет куда-нибудь в тендинус, в Уже сферу не обслуживания. пойдет. Сейчас же 12 классов обязательно. Ну, кстати, да, повезло, просто я не успел переключить свой майндсет на то, Я что у нас... думала, со следующего года только, оказывается, уже все. Мгм. Ну, допустим, даже он отучится всю гимназию из-под палки, куда-нибудь идет, и я не думаю, что система будет работать идеально, и все равно мы увидим людей, которые, это такие профессии, которые будут обязательно заполнены кем-то. Конечно, они нужны. Вопрос по желанию или против, или из-за отсутствия выбора. Вот как можно отпугнуть и замотивировать учиться наших учеников, чтобы они реально пошли на какую-то более высокооплачиваемую или хотя бы уважаемую профессию? Не то, чтобы работники общепита неуважаемые, в том плане, что это тяжелая работа. И в том плане, что она неблагодарная очень часто бывает. Сказал учитель. Благодарная работа. Начнем с того, что, поправь, Никиту, любая профессия важна. Конечно, я такого не говорил. Все профессии важны. И отношение уважаемое-неуважаемое уже взращивается с детства. Потому что есть люди, которые с уважением подходят: здравствуйте, я хотел бы ла-ла-ла. А есть люди, которые приходят, я вот, например, не люблю, когда незнакомые со мной тыкают. Я вас не знаю. Особенно приходят и приходили и заказали: пробей мне. Единственная мысль была: пробью сейчас. О, Скидку. Не вам. Как отпугнуть? Я не знаю. На самом деле тут все очень субъективно, потому что мои коллеги, есть те, кто работает и 25 лет в Макдональдсе, и кому-то это подходит, потому что если это мамочка, то есть ты работаешь с 7:30 до 4, ты успеваешь все, вечером ты с ребенком, ты успеваешь его забирать и так далее. Это удобно. Тут все зависит от приоритетов человека, потому что Макдональдс еще не самая худшая работа. Ты в любом случае в тепле. Один раз за день ты поешь, у работников бесплатный обед. Уже неплохо. хотя бы что-то. Хотя бы что-то. И вот. В школе мы платим, как учителя, евро 90. Да. Поэтому я в школе не ем весь день. Жестко. Но если вот вы решили поработать, многие приходят, как было у нас, для девочек. Что может отпугнуть девочек? Ноготочки нельзя. Ногти должны быть без покрытия любого и почти под корень. Потому что это гигиена, ничего не должно попадать. Сережки носить нельзя, девочки. Красавицами, намарафетиться не получится на смене. Плюс, опять девочкам как можно отпугнуть, когда рядом с фритюрами этот весь жир поднимается, это все на кожу. Девочки, плохо. Что может мальчиков отпугнуть? Я не знаю, мне кажется, мальчиков вообще ничего не отпугивает. Если мы посмотрим статистику по средней продолжительности жизни, все-таки отпугивают только самые жесткие последствия. Знаете, почему статистика жизни у мужчин маленькая? Потому что они встают на стремянку, еще и на ней прыгают. Это опыт из Макдональдса. Вот так вот передвигаются на стремянке в прыжках. Я работал на стройке, и опытные маляры ходили лестницей. Это выглядит очень эффективно и при этом очень травмоопасно. Эффектно. Выглядит эффектно. Опять же, да, тема токсичной маскулинности, да, как себя репрезентовать противоположному полу. Вот знаешь, я соглашусь про условия труда и то, что, например, в тепле или в холоде. Я работал в 2021 году я работал на стройке, и было лето, июль месяц, и мы были в закрытом помещении, там тянули провода электрические, и было там 30-35 градусов, потому что это было как теплица. И я думал, жесть, я весь мокрый, я весь потный, невозможно работать, мало воздуха, и ты ничего с этим не поделаешь. Я спросил: ребят, а как вы работаете зимой? Когда у нас, например, как сейчас, там минус 10, минус 15. И они говорят: мы типа там клеенкой закрываем все
все дырки, все отверстия, и включаем там обогреватель, и вот там 10-15 градусов тепла у нас есть, работаем в куртках. Я думаю, вау, это такая тяжелая работа, это там сломанные не сломанные суставы, а полностью изношенные суставы, боль в спине хроническая, и то, насколько низко эта работа оплачиваема, это очень грустно. Это очень грустно, но у меня на самом деле есть что сказать и по поводу работы без образования, вот в клиенте-тренингусе, и по образованию, и по сложным работам. Вернемся, закольцуем. Это все очень важно. Минусы обслуживающего персонала. Учитель литературы. Здравствуйте, персонажи. Робинзон Крузо, 7 класс. Помню. Как ты сказал, неуважаемая профессия. Всегда будут люди, которые будут приходить и сравнивать себя с вами. Вы даже не знаете, это может быть на самом деле охранник в Максима, но он ведет себя так, будто вы ничто, а он царь и бог. Синдром вахтера. Да. Нужно наращивать панцирь. На самом деле плюс этой работы очень сильно закаляет характер. Потом ты понимаешь, что как бы человек... Я потеряла мысль. Человек несет то, что в нем есть. Если он негативен, значит, в целом у него жизнь такая. Наращивает характер, но, опять же... Какой ценой? Какой ценой? Ваших нервных клеток. Мы помним, что в клиенте тренингус вы должны убирать помойки, мыть туалеты, убирать иногда отходы жизнедеятельности человека. Что было... Я довольно небрезгливый человек, но летом, когда было плюс 25, мне нужно было поменять мусорное ведро на улице. Мне 19 лет, я поднимаю, а там помидоры тухлые, там все вот это вот. Я поднимаю, проходит какая-то женщина с ребенком, такая, фу, как воняет. Спасибо, я знаю. И ты несешь вот это, туда еще капает, конечно. Ты через весь Макдональдс несешь эту шляжную жизнь общажную. Прекрасную. Но плюс в том, когда ты работаешь в клиенте тренингусе, именно вот от школы отличный, что иногда я об этом думаю, ты закончил работу, ты вышел со смены, все. У тебя только твоя жизнь. У тебя нет такого, что ты учитель. Вот я не знаю, в спортзал, например, ходишь и встречаешь учеников. Ну вот у нас вроде бы Юлия Меркулова про это говорила, что от этого хочется еще больше заниматься, и когда вспоминаешь, как этот ученик, например, там выбешивал на уроке. Да, но у меня именно неловкость, смотря в какой ты форме. Потому что если как бы в латинах и растягиваешься, дети подходят. У меня было 9-классник подходит, такой, здравствуйте. Здравствуй. Можно мы завтра поговорим? И на следующий день как бы весь 9 класс знал, что Ангелина была в спортзале. Да, я называю это завтра во всех снапчатах страны. Да, это просто... Но на самом деле, вспоминая нас, мне кажется, мы тоже такими были, потому что мы ездили с подружкой в Тойл оккупации, там была наша учительница русского языка. И она с подружками, море вообще-то холодное, она сидела там вот так часа 2. Мы уже покупались, вышли, поболтали, позагорали, покупались, она все сидит. Может быть, она боялась, что вы ее не заметите и хотела переждать. Ой, не, она такая, Настя, нормальная, прикольная. Вот такие вот дела. Да, действительно, то, что ты идешь по улице и оглядываешься, нету рядом учеников, прежде чем что-нибудь сказать. Учеников или родителей? А вот не всех родителей знаешь в лицо, понимаешь? А тебя там могут знать, особенно если вы ведете самый популярный школьный подкаст в Эстонии. Да. У меня было, я отошла на тренировку, на растяжку, и стояла женщина, она смотрит на меня, улыбается, думаю, а в моей голове, как из этого мультика, кто это? Я вспомнила, что это мама моего ученика, и она такая, она шла на бокс, и я показываю, что я в другую сторону, а там зал пул-дэнса. Ага. И я же не скажу, ну, знаете, я, классная, что вы скажете мне? Но Да. дети, мне кажется, современные дети более спокойные, наоборот, с интересом относятся, когда учитель чем-то занимается. Именно каким-то спортом. И сейчас дети
более спортивная, мне кажется. Прям какой-то бум на спорт. У нас что это замечательно. Никакого алкоголя, никаких сигарет, спорт. Только ЗОЖ. Только ЗОЖ. Вот ты в школе физкультуру любил? Обожал. Я никогда Ну, не понял, мальчик. почему никто не любит физкультуру. У меня мои друзья всегда прогуливали, либо приходили без формы. Я не понял, ну, ребята, почему вы не хотите поиграть в хоккей с мячом? Ой, я на самом деле тоже любила. У меня девочки такие, ой, форму забыла, не хочу сегодня. Я такая, да, не знаю, классно поиграть, попрыгать. Единственное, что я баскетбол не любила, потому что мне было вообще не попасть в кольцо. А учительница такая, ну это, конечно, отстой. Любите ли вы уроки физкультуры? Напишите об этом в комментариях, расскажите, кто ваш любимый учитель физкультуры, потому что совсем скоро, где-то примерно в середине апреля, у нас в гостях будет первый учитель физкультуры. И попробуйте угадать, кто это, тоже в комментариях. Ну, дети физруков любят. Они Да, часто да, говорят. физруки это прям любимые учителя, Мне потому один что... класс сказал, что вот учитель физкультуры, он у них один раз был на замене, сказали, но он с нами лучше справляется. Я сказала, да? Ну, Триггер, хорошо, я триггер для запомнила. учителя. Вот так и нарастают конфликты в коллективе, потому что кто-то говорит так. Не, ну а чё, у физруков, сейчас, наверное, ну, если физруки смотрят, они, наверное, закидают меня камнями. Ну, во-первых, ты ведешь предмет, который нравится детям. В большей Бегать, степени. играть. Ты, как и трудовик, ты в таком положении, что ты можешь им пошутить больше, да, и получить такие классные дружеские отношения в плане, что типа, ну что там, Петька, увижу тебя на тренировке завтра, потому что ты часто и ведешь у них вне школы какие-то тренировки, и поэтому у них такие больше, такие не то чтобы братские, но дружеские отношения, и это формирует идею о том, что этот учитель лучше другого, потому что вот он более крутой. А как можно быть крутым учителем математики? Не в плане того, что учитель математики не может быть крутым, но вот... Сложный предмет. Да, когда у тебя сложный предмет, где ты должен по факту не просто сказать, вот вам мяч, вот ворота, идите играйте. А когда тебе нужно реально подготовить к экзамену, как ты можешь совместить это с тем, что, о, давайте вот сейчас посидим, пошутим о чем-нибудь. То, что вот, уважаемые ученики, понимаете, что не каждый учитель может на уроке быть таким же крутым, как мы с Ангелиной. Не каждый учитель может там шутить, потому что есть предметы, от которых зависит ваша зарплата, будет она 1000 евро или 5000 евро. Вот как приходил к нам наш школьный выпускник Сергей Семенов, который сейчас занимается проектированием мостов, и он зарабатывает там 3-4 тысячи евро чистыми. И это то, что должно мотивировать, наверное. Если деньги, наверное, не главный мотиватор, но главное, чтобы вам вещь понравилась, и за нее хорошо платили, и тогда, я думаю, вы не проработаете ни дня, как в той пословице. Есть, да, есть вот эта цитата: делайте то, что любите, и тогда в жизни вы не будете работать ни дня. Но опять же, про зарплаты. Так, про клиент индустрии я уже сказала. Есть те, кто хотят стать профи-спортсменами, но помимо того, что вы занимаетесь профессиональным спортом, вы должны получать профессию тоже. Потому что спорт очень хрупкая вещь. Одна травма, и все. И даже если вы успешный спортсмен, большинство рекламных контрактов получают только там топ-3 спортсмена в своей категории. Остальные не получают так много медиа, тренинга и Если бы мы внимания. все были Рональдо, было бы, конечно, классно, но, увы. Это, опять же, это не талант, это огромный труд. Спортсмены трудятся, айтишники трудятся, инженеры трудятся, учителя, поверьте, мы трудимся. Это вот мы говорим для комментаторов в Дельфи и в Постимес, которые говорят, за что повысили зарплаты? Я работаю в максимум 160 часов в месяц, а у них там 20 часов плюс лето, все, отдыхают. Вот, у меня также... У меня старший брат, он работает на заводе, на Сведовирума, и говорит, а сколько у тебя фулл-тайм? Я говорю, у меня... Сколько учителя фулл-тайм? 22 часа? Ну, от 18 до 24 в неделю. Да, там в школе зависит. Я говорю, вот у меня 28. 28 – это даже не полная ставка. Это контактные часы. То, что ты находишься с детьми. А подготовка, проверка – это все еще много часов. Особенно, когда, мне нравится, в школе плюс и минус, когда ты очень хочешь там покушать или еще куда-то отойти после урока, и дети подходят и начинают рассказывать, как им купили новую кровать. Ты слышишь, такой, очень здорово. Я не ел 3 дня. Можно? Пожалуйста.
так кушать. Но вот это вот понимание каких-то личных границ реально, и эти личные границы учителю нужно защищать. Потому что как-то я был на замене, что ли, в 4 классе или в 5 классе, и после урока ко мне сзади подошла девочка и обняла меня. Я немножко, типа, напрягся, такой, очень мило, но мы с учителями не обнимаемся, типа. Какой класс? Наверное, 4-5, я уже не помню. Наверное, тут стоит именно прививать детям, что как бы я не мужа-ненавистница, просто что незнакомых мужчин и в целом незнакомых людей не стоит обнимать, даже если это учитель. Потому что меня дети обнимают, но в основном это девочки. Потому что если сейчас подойдет обнимет семиклассник, уже будет вопрос. Я люблю вас. Но вы уже на 3 головы выше меня. Некоторые семиклассники просто уже огромные. Я думаю, ужас. Вы куда растете? У меня, где я классный руководитель, один мальчик хулиганистый, он уже 185 ростом, наверное. Я говорю, мне на скамейку вставать, чтобы тебя ругать. Что мне с тобой делать? Вы чем питаетесь, дети? Не понимаю. Мой рост остановился в 6 классе. И все. Я выросла. Девочки взрослеют быстрее, но до 6 класса. Так и есть. Да, девочки, это так забавно смотреть на детей. Вот, допустим, 1 класс, там, 5, 6, 7, и там кто-то такой, кто-то такой. Да. Кто-то из девочек уже просто вот фифы, красавицы, кто-то еще видно, что такой, немножко в детстве. Так забавно, все такие разные. Вспоминаешь себя и думаешь, интересно, как я выглядела. Хотя посмотреть наши фотографии в 7 классе и их фотографии в 7 классе. Ну, вот мне кажется, это какой-то вечный разговор о том, что новое поколение взрослеет, выше, сильнее предыдущего. Они как с обложек. Они более... Ну, нельзя сказать, что более красивее, чем... Ну, вы, короче, топ. Ну, конечно, более интересные. Наши фотографии на мыльницу, это, конечно, отдельный вид искусства, но сейчас тоже на мыльницу фоткаются. Сейчас все вот это вот возвращается. Эти огромные штаны, они вообще-то от нас были. Ну вот знаешь, это действительно интересно, потому что даже если зайти в детский отдел в Заре или в других масс-маркете, то там ведь вполне себе какие-нибудь там джемперы, там какие-нибудь поло-рубашки, то есть там для детей сейчас вот даже отдельный тренд, когда ты ребенка одеваешь как взрослого человека. Да. Как будто он ходит там в офис 5-дневку. Или там он играет в гольф с другими old money ребятами. Да, а мы в цветных колготках. В футболке Спанч Боба желтый или принт Майнкрафт на всю футболку. Ну, то есть, действительно, вот эта мода, она прям... Как будто нету такой большой разницы между молодежью и взрослыми. Потому что есть прям огромный спрос на вот эту взрослую одежду для детей. Да. Но все-таки есть между прям взрослыми и молодежью. Это вот эти широкие штаны, в которые, мне кажется, я одна в одну штанину влезу. И оверсайз. Хотя я тоже люблю оверсайз. Нет, дети классные, они живые, не активные. И вот про личные границы, что... Мне кажется, личные границы, они, чем старше они становятся, тем они выстраиваются. И будто бы и у ребенка уже пропадает интерес, они сепарируются немножко от взрослых. Потому что в 3 классе для него учитель — это вот что-то прям такое... В 6 так, 7 ты прям вообще нет. К 8 они будто снова сближаются, и к 9. Чем взрослее становятся, тем менее мы им интересны. А вот у тебя есть ностальгия по школьным годам? Потому что сегодня я проснулся, у меня последний сон, который я запомнил, это то, что я возвращаюсь к своей классной руководительнице на урок эстонского, Елена Сергеевна, и там мои одноклассники в том возрасте, в котором они были. А ты И у меня... я от первого лица все это, поэтому я не знаю, в каком возрасте. И мне было так счастливо, на самом деле, прийти на этот урок эстонского, в тот же самый кабинет, рассесться, как мы сидели тогда, какое-то баловство то же самое. И ведь что там в этом такое приятное, ностальгическое есть? Вот ты как считаешь? В этом как раз есть... Мы часто говорим с подругой об этом, что... Почему вообще слова вылетают? Это такой необремененный какими-то взрослыми вещами период. Ты приходишь домой, у тебя есть еда. Тебе не нужно думать о том, что сходить в магазин. Даже если не приготовлено, у тебя полный холодильник.
у тебя теплая постель, тебе не нужно платить счета. Вот вся вот эта вещь, которая и убивает в тебе вот этот энтузиазм. Про ностальгию есть. К сожалению, школы, в которых я училась, больше не существует. Ни одной, ни второй. Что же у вас там в Эдовирум? У нас, да. Но первую закрыли, потому что это было огромное здание, но там училось всего 200 человек, что это нецелесообразно. Мы перешли... Политика оптимизации расходов. Угу. Только мы почему-то перешли не чтобы другую школу перенести в это большое здание, мы все перешли в другое на окраине города рядом с заброшкой. Найс. Но эта школа была вообще топом, и она была такой, что у нее был лозунг «Отлично от привычного». И там школа началась с 7 класса по 12. Там не было малышей. То есть это была прогимназия, мы называли ее с 7 по 9. Я почему-то думала, пока училась в школе, что все с 7 по 9 называются прогимназия. Нет. И с 10 по 12. У нас называют прогимназистами. Ну значит, это не выдуманное нашей школой название, потому что у нашей школы есть выдуманное название. И это прикольно, что ты уже весь такой без малышей, и у нас школа была, делали много всяких активностей. У нас был школьный театр, он существует до сих пор, театр ЕРГ, только школы уже не существует, а театр существует. И мы ездили в Москву, в Минск, в Ригу, и занимали там гран-при. Это все было очень круто. И вот недавно мы ездили в школу, которая не существует уже, на ее призрачный юбилей. Было бы 30 лет. И это, конечно, очень ностальгически. Мы с подругой там бегали в конкурсах, участвовали, джаз-дэнс танцевали. Все здорово, классно. Это реально замечательное время, когда ты ребенок. И единственная твоя проблема — это то, что ты получил 2 по математике, тебе нужно ее исправить, или чтобы мама не увидела. Но с другой стороны, я вот вспоминаю, карманных денег мало, независимости тоже мало. Сейчас машина, сейчас свое пространство, свои дела, никто не спрашивает, во сколько вернешься домой. Поэтому есть свои плюсы и минусы, мне кажется, в любом возрасте. Есть свои плюсы и минусы. И когда слушаешь детей, когда они приходят и рассказывают тебе о своих проблемах, в их возрасте, в их моменте, это правда глобальная проблема. А когда смотришь с высоты своих лет, сформированными лобными долями, смотришь и думаешь: спасибо, что я уже вырос. И тебя как-то эти вещи уже особо не трогают, но ребенка в моменте, конечно, это очень сильно триггерит. Это вот когда мама говорила: вырастешь, поймешь, и некоторые вещи вырастаешь и не понимаешь, а некоторые вырастаешь и все-таки понимаешь. Но очень часто понимаешь, да. Я всегда, как и каждый из вас, я думаю, злится на маму, когда она говорит там 8 быть дома и так далее. И ты такой: ой, да ладно, что будет? Выросли, поняли, начали переживать за вас, за детей. Каждый раз, когда вижу какую-то хронику «пропал ребенок», я такая: надеюсь, не с нашей школы, надеюсь, все хорошо, все найдутся. Вот у тебя было такое, то, что ты читаешь какие-то сочинения своих учеников там на какую-то тему своей жизни, и как-то настолько грустно, что аж плакать хочется? 7 классы. Эмпаты, перехнычка. Настолько, что они трогательные? Ну, в хорошем и плохом смысле. В хорошем не было. Дети, простите, но, конечно, ваше сочинение... Я редко даю сейчас сочинения. У нас в 7 классе 1 урок русского. Но это просто... это как мем, извините. Я знаю, что это не от школы зависит, это зависит от другого, но в русской школе 1 урок русского, в эстонской школе 2 пары в неделю. Но это просто мы ничего не успеваем, и, соответственно... Вот вообще вопрос к себе. Как ты думаешь, зачем нужно сочинение? Развитие мышления, выражение своей точки зрения, доказательства своей точки зрения. Да, и формулирование в целом предложений. Потому что 7 классы знают, у нас без типа на уроке. Они когда говорят, я говорю: без типа, и они все подходили такие: без типа. Никаких типа, никаких короче, никогда ничего. Потому что некоторые сочинения, как поток сознания, это типа как бы. Да, у меня один мальчик написал предложение на 4 строчки. Я такая: мы и так не делаем. Что это такое? Я уже мысль потеряла. Сочинение многим сложно формулировать мысль и вообще с чего-то начать. Я знаю, что я бабка в молодом теле.
Это все из-за ваших телефонов. Нет, на самом деле, я даже по себе сужу. С появлением вот Инстаграма, Рилсов и так далее, я тоже люблю сесть позалипать, особенно когда нужно было писать диплом. Ты такой, я на 5 минут, и там 2 часа прошло. Присоединяюсь. И чем больше ты смотришь коротких видео, я замечаю, что я и сериалы начинаю вот так вот смотреть, и мне нудно долго прослушивать голосовые, все на этом, на X1,5, X2. И когда пришло время читать работы, статьи к диплому, это невозможно. Во-первых, это тот же русский, но не тот русский, что надо. Не наш бытовой язык. Сложно сконцентрироваться. И это кажется, что нас это расслабляет, но мозг перегружается очень сильно. Я вот недавно 5 классу говорила, что девочка сказала, вот у меня бессонница. Я говорю, это... Как бы это ни звучало, что это из-за телефонов, но мозг действительно перегружается. Много картинок, много всего вот этого ты листаешь, и кажется, что ты ничего не делаешь, а твой мозг считывает всю информацию, это все остается и перегружается. Особенно детская психика, которая очень сильно подвижна. Ее нужно беречь. Мы когда учились в университете, нам говорили, что лучше вводить там гаджеты и всякие мультфильмы, там, к 6 годам, вот такое. И чем лучше советские мультфильмы от современных, вот, цветовой гаммой и скоростью. Они более медленные и менее цветные. То есть психика не перегружается вот этим вот. Сейчас очень активные, очень яркие, вот всякие вот такие вот вспышки. Все для ребенка 2 лет это слишком. Это очень сильно слишком. Вот ты ведь выросла на телевидении, когда ты реально смотришь детские телеканалы. Потому что я смотрел Nickelodeon, Cartoon Network, кто-то смотрел Disney. Вот расскажи, пожалуйста, ведь у тебя есть такое ощущение, когда, допустим, вот новый эпизод, и ты к нему бежишь. Вот есть такие у тебя воспоминания с детства? Что ты ждешь какой-то, или вот показывают новую серию, что ты не можешь взять и выбрать серию, которую ты хочешь посмотреть. Ты смотришь то, что дают смотреть. У меня такого не было, потому что у нас в городе, у меня папа занимается интернетом, и он делает у нас в городе интернет. То есть у меня уже были какие-то блага, у меня в 12 уже был свой собственный ноутбук, но были ограничения, конечно же. И я смотрела, когда по телеку шло, я смотрела, нет, про серии вру. Я бежала в садик, чтобы посмотреть «Короля шаманов». И это вот я помню в свои 5 лет, я прям обожала, это был последний мультфильм в 10 вечера, я очень просила, можно ли его посмотреть. А потом, да, я смотрела аниме, которые были на компьютере, и я их спокойно могла скачивать, перекидывать с торрента и смотреть. Ну вот я к чему это затронул, то что проводили исследования, и было 4 группы людей. Первая группа смотрела короткие видео и могла пропускать их в любую секунду, вторая не могла пропускать короткие видео, и то же самое, только с длинными видео. И, в общем, нет разницы, мы смотрим короткие или длинные видео, но есть разница, можем ли мы скипнуть это видео в момент, когда оно станет нам скучным. И люди, которые не могут скипать материал, который им не интересен, а смотрят его до конца и только потом переходят к следующему видео, у них удержание внимания дольше, Да. и потому что у тебя нет выхода, как концентрировать свое внимание дальше на видео. Да, и в чем был плюс? Даже интересно, тебя завлекает, что ты смотришь, и вот раньше, когда появляется реклама по телевизору, ты бежишь, чтобы там себе взять вкусняшку, сбегать, попить, вернуться и к этой серии. Да, такое есть. Вот именно, что мы можем все скинуть, скипнуть, пролистать. Вот этот вот вечный скроллинг, когда ты сидишь, и у меня подружка тоже так носит. Я говорю, ты подожди, ты же не успеешь секунду посмотреть. Она говорит, неинтересно. Ты что там из 30 секунд успела посмотреть? Да, нужно посмотреть от сих до сих, чтобы вникнуть в суть. Потому что мы скоро все придем к СДВГ. Вот этот момент, когда ты начинаешь сам додумывать, ты такой, я уже понял, что в этом моменте. Потому что я могу путать. Нет, СДВГ это... Синдром дефицита внимания и врождённое. гиперактивности. Это врожденное. Потому что он очень схож с ОКР. Обсессивно-компульсивное расстройство. Вот у нас будет скоро школьный психолог, и мы обязательно поговорим об этих вещах, поэтому оставайтесь с нами. Оно приобретенное. А вот давай тогда вот как раз идеальный момент, чтобы перейти к нашим рубрикам. Расскажи, пожалуйста, твои любимые 3 фильма, сериала, мультика, песни, фильма, книги, персонажа. Давай. 3. Выбирай. Choose your fighter.
Я, на самом деле, мне кажется, у меня нет особо чего-то любимого. Именно любимых фильмов я не люблю пересматривать. У меня вот проблема, я очень хорошо помню сюжеты и не люблю пересматривать. Фильмов, наверное, нет. Если из сериалов, это «Отчаянные домохозяйки», вот его я пересматривать могу. Там проработаны все персонажи. Там просто... Это прекрасный сериал. Вот он шел по телевизору. Я его смотрела так, кусками. Потом лет 19-18 я посмотрела. Потом еще пересмотрела. Лучший сериал просто. Потом «Менталист». Знаешь? Да, знаю. Про детектива. Я не смотрел, но я смотрел «Обмани меня». Вот, «Обмани меня» тоже прикольный. «Менталист» мне как-то больше зашел. Во-первых, там же обаятельный Патрик Джейн. Девочки. И третий сериал, наверное... Сериал «Счастье» корейский про зомби. На Netflix вышел Наверное, да. пару лет назад. Угу. Там, где в школе начинается это все. Нет, это «Мы все мертвы». Он тоже прикольный. Мы с младшей сестрой все еще ждем продолжения. Не понимаю, где оно. Обещают. Все его нет. «Счастье», оно тоже про зомби, но там в пределах одного комплекса дома. Прикольный. Стоит посмотреть. Я изучала корейский, и когда только начала учить, научилась читать, решила прочитать, типа, по-английски это happiness, а по-русски счастье. Я думаю, как это по-корейски называется? Happiness. Ну, то есть они... Korean English. Да, и Korean вот English. с японским тоже очень похоже. То, что они тоже очень много берут английских слов. Там, например, не ice cream, а ice cream. Да. На корейском тоже. На корейском ручка это pen. Мультфильмы. Если мы берем полнометражные, то это «Эльдорадо». Знаешь такой? Не застал. Мои года. Мое богатство. Там два парня попадают в затерянный город Эльдорадо, где много золота. Очень классный. Потом все псы попадают в рай. Я рыдала каждый раз в детстве. И, наверное, «Русалочку». «Русалочку» я посмотрела 533 раза в детстве. И... Ну что же, мы берем, конечно же, «Наруто». Куда без этого? «Наруто», «Блич» и что еще? Ой, я такая бабка. Многие даже не знают этих аниме. Ну, нет, кроме «Наруто» и «Блича». Не, ну «Наруто» — это культовая вещь. «Наруто», «Блич», «Драгон Болл» и «One Piece» столпы. Это, знаешь, мем, есть не мем, а тренд, типа, когда я выгляжу так, никто не узнает, что я гик. Слушай. Окей, понял. Нет. Да, иногда бывает. Меня посадил старший брат, я посадила младшую сестру. Вот так вот мы. Паровозиком. «Атака титанов». Почему стоит посмотреть? Во-первых, это на чем основано? Я только на 3-м сезоне поняла, думаю, почему они одеты как евреи? А потому что это отсылка ко Второй мировой войне. Все это отсылка ко Второй мировой войне. И остров, на котором они там жили, без спойлеров, это Мадагаскар, куда ссылали евреев. Я боюсь, сейчас Никита мне скажет, вообще все фигня, неправильно Нет, говоришь. я не смотрел, но это интересно. Я такую интерпретацию первый раз слышу, в принципе, и заинтересовала. А вот расскажи, ты разрешаешь ли в сочинениях использовать аргументы из поп-культурных каких-нибудь там сериалов, фильмов? Я вообще не против, но мы не пишем так сильно сочинения. Угу. Я бы с удовольствием, если бы приводили примеры, здорово. Почему нет? Главное, используйте все свои знания, пишите. Чем больше вы пишете, используйте кучу описаний. Это не просто растение, это восхитительное, прекрасное, благопахнущее, просто, замечательное, лучшее растение, которое я видел в своей жизни. А вот эта шутка про Толстого и описание дерева 3 страницы, это мем или правда? Больше мем, но да, Толстой любит описывать, он такой очень сильно описывает природу, но это гиперболизировано. Окей. Расскажи, пожалуйста, а вот 3 любимых произведения, как учитель Вот, литературы? я хотела сказать, книги. Я
Мне сложно дается классика, я ее не сильно люблю. Самая любимая книга называется «35 кило надежды», французская писательница Анна Гавальда, современница. Она как раз... Дети, пожалуйста, прочитайте. Она как раз про мальчика, который ненавидит школу. Он просто терпеть ее не может. И он находит какое-то занятие с помощью дедушки, которое вот помогает. Без спойлеров. Она маленькая, там, наверное, 150 страниц. И я прочитала за вечер. Я не любила читать тогда. Вот. Вторая — это тоже Анна Гавальда, «Просто вместе». И третья, наверное, Фредерик Бакман «Тревожные люди». Она тоже прикольная, там есть такой плот-твист в середине книги, где ты думал, что персонаж один, а он вообще абсолютно другой. И вся история вот так вот меняется и закольцовывается, и все очень круто. Читается легко, здорово. А если из классики... Ой ты, боже ты мой. Бедная Лиза. Бедная Лиза. Грустно. Но стоит почитать, тоже коротенькое. Я не знаю, связано ли это с современными нашими скипаниями, но тоже какие-то короткие рассказы больше увлекают, чем длинные романы. Потому что «Мастер и Маргарита», я с ним борюсь, все еще не доборюсь. Ну вот, такие дела. Хорошо. И тогда давай нашу рубрику «Норм или стрём?». Норм или стрём опаздывать на урок на несколько минут учителю и ученикам? Стрём. Обеим категориям? Да. Хорошо. Норм или стрём ставить ударение неправильно? Вот скажи, пожалуйста, ты прескриптивист или ты дескриптивист? Вот ты как эти правила вообще? Жёстко Я душнила соблюдаешь? ужасная. Все мои подружки. Я скину это им. Ненавидят меня, потому что звонит или звонит. Я часто поправляю, но на самом деле я поправляю близких людей. В школе, конечно, поправляю, это моя обязанность, я должна. Сейчас я уже просто спокойно к этому отношусь. Как только я начала учиться, я, конечно, всех повторяла, поправляла, не ложит, а кладет и так далее. Потом я услышала от учительницы, своей школе учительницы по химии, поклала. Думаю, ладно, я сдаюсь. Опять же, тут зависит от бэкграунда. Если ребенок из эстонской школы, то есть он русскоязычный, но из эстонской школы, он не проходил никогда эти правила, докапывать его немножко бесполезно. Но если вас поправили, просто запомните. Тебе не кажется, что ты надеваешь такое белое пальто, и ты из привилегированного такого положения выбираешь, какие произношения правильные, а какие нет? Разве носитель языка, если это общепринятое произношение, почему мы не можем так говорить? Какое общепринятое? Ну вот если носители считают это логичным. Вот это, как, например, слово «нелицеприятный» означает какой-то правдивый, но люди сейчас используют его в понятии «неприятный». Вот если большинство людей говорят, что мы хотим так, а нам какие-то академики говорят, а вообще-то 250 лет назад при Пушкине было другое. А тебе не кажется, что это немножко... Господи, почему? Инфантилизм. Ну вот расскажи. Ну, потому что есть нормы и правила. Но людям удобнее так. Ну, то есть, то же самое, что с вождением. Есть одностороннее движение. Но человеку удобнее поехать по-другому. Риски. Вопрос, что тебя убьет, а чего просто Понятно. кому-то не понравится. Но правило есть правило. Мы, опять же, это все ровно. Но, конечно, мир не рухнет от того, что вы скажете «позвонит». Ничего не случится. Но правильно позвонит? Так, дорогие зрители, 150 лайков, и мы устраиваем дебаты, где я защищаю ваши грамматические ошибки и ваши неправильные ударения в словах. И я думаю, это будет очень жаркая дискуссия. Хорошо, и тогда наша последняя рубрика. Этот ученик 10 из 10, но... То есть, знаешь концепцию. Он 10 из 10, но не делает домашку. 9. Я редко задаю домашку. Он 10 из 10, но он неправильно ставит ударение. Ой. Но он 10 из 10. Ну, 9. Он 10 из 10, но он говорит, что я не умею читать больше 2 страниц. Не хватает внимания.
Тут мы уже можем обратиться к Евкоординатору, вообще-то. Если не хватает внимания, то мы направляем в райледи. Я даже не знаю, это 9. Нормально. Хорошо. Они все не умеют читать больше 2 страниц. Он 10 из 10, но он не убирает после себя мусор в классе. Засрыха. 6. 6. Он 10 из 10, но он не соглашается с твоими мнениями по литературным персонажам и сюжетам. Не должен соглашаться. Литература в том-то и дело, что это мнение каждого. 10. Он 10 из 10, но он матерится. В целом в жизни или в школе? На уроках? На уроках может сорваться. Я терпеть не могу, когда матерятся не в нужном месте. Я, честно, когда хожу по школе и слышу маты, мне просто хочется взять кувалду и бить их. Мы поддерживаем Мы против другие- насилия. Мы против насилия, но Я это, говорю, мне это, хочется, но это- я же это- никого не бью. это режет слух, согласен. Это очень сильно режет слух. Проблема в том, что дети не понимают вот про рамки. У них немножко стерлось, где они находятся, потому что у нас, когда мы учились в школе, моего класса, не было мысли поматериться. В плане, мы могли поматериться, но мы всегда оглядывались, есть ли учитель или что, потому что ты такой, ой, извините, это правда, ты понимаешь, что не так. А сейчас Да. еще минус быть молодым учителем, и молодым учителем, который работает на маленькую ставку. Если это проматерился гимназист, я помню, я сделала замечание мальчику, он на меня смотрит такой, тебя волнует? Да, тебя могут перепутать. Да, могут перепутать. Уже нет. Материться. Нет, подожди, случайно или специально? Это есть разница. Случайно, но вылетело и вылетело. Мгм. Как, не вылетело и вылетело. Я все равно акцентирую на этом внимание. Так Хорошо. случайно или специально? Давай специально. 2. Ну вот, мы не смогли вытащить из нее единицу, но что это показывает? Абсолютно позитивный подход, и на этой позитивной ноте мы будем заканчивать наш выпуск. Получилось очень объемно. Спасибо большое за откровенность. Вот за такую искренность можно поблагодарить нашего гостя, за абсолютно такие без фильтра ответы. Спасибо большое Ангелине Михайловой, что пришла к нам на подкаст. Мы вам желаем хорошего дня, хорошего вечера и хорошего сна.